В 20 веке на нашу родную землю пришла грозная беда в лице фашизма. Гитлер хотел уничтожить нашу культуру и язык, а население превратить в безликую массу. Поэтому перед моим прадедом и еще миллионами его соотечественников стояла глобальная задача спасти свою страну, и весь мир смело принял этот вызов. Будучи молодым отцом семейства и учителем, он ушел на фронт 22 июня 1941 года. В селе проходил национальный праздник Песах. В это время узнали о том, что фашистская Германия напала на СССР. В 3 часа 15 минут по московскому времени немецкие войска начали вторжение по всей приграничной полосе от Баренцева до Черного моря. 12 августа 1941 года мой прадед получил повестку и ушел на фронт. Больше года обучал соотечественников, которые призывались на фронт. Обучал их вести огонь из 120-мм миномета и получил звание сержанта. Потом попал в Воронежский фронт, в 33-ю армию, 241-й стрелковой дивизии, где был назначен наводчиком артиллерии гаубиц. Сражался в битве на Курской дуге и получил 4 ранения и лежал в госпитале города Тамбов. После 4-го ранения в 1944 году служил писарем в штабе Воронежского военного округа. Летом этого года вернулся домой по приказу Сталина и усиленно работал в народном хозяйстве Якутской АССР. По приказу партии работал в разных местах директором школ. Мой прадед Николай Савич Соловьев, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, отличник образования РСФСР, заслуженный учитель Якутской АССР, почетный гражданин Чурапчицкого улуса. Я горжусь своим прадедом, благодарю его и других ветеранов в желании победить, освободить родную землю и сделать жизнь детей и внуков свободной и счастливой.